Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем работать над нашей надписью. И на прошлом уроке мы с вами узнали, что каждая надпись, она состоит из отдельных узлов, векторных точек, благодаря которому мы можем редактировать все наши надписи, все буковки, небольшие оплошности, которые были допущены, мы все это всегда можем исправить в векторной иллюстрации. Так как наша надпись, она создана с помощью кривых Безье, иначе они называются именно так. В прошлом уроке мы смотрели, как подправить надпись «живет». Слово «живет» мы подправили. Теперь давайте немножко еще раз посмотрим, повторим принципы структуры, из чего состоят наши буковки, как их подправить, как можно подправлять иллюстрацию, которая была создана традиционным путем, то есть с помощью сканирования. Естественно, что при этом мы видим небольшие оплошности. Мы с вами все это перекрасили, почти у нас надпись готова, но давайте мы поговорим сейчас именно про основы самих букв, с чего же они состоят. До этого мы работали с инструментом только выделения, с черной стрелочкой, которая может позволять нам двигать объект, масштабировать его, поворачивать и так далее. Но мы сейчас с вами с прошлого урока узнали, что есть еще второй инструмент, это прямое выделение. Когда мы выделяем подобным образом, мы видим, что у нас буковки состоят именно из точек. Каждая буковка имеет свою точку. И именно от этих несущих точек зависит, насколько аккуратно и как будет выглядеть наша надпись. Итак, мы должны понимать, что это опорные точки. Это точки, на которые опирается наша иллюстрация. Как выглядит картинка. Основа, давайте посмотрим. Это печатная буква, то есть печатная надпись, она должна быть, давайте еще раз сделаем с вами направляющие, тянем сверху с линейки, мы это уже проходили на прошлых уроках, и подправляем, ставим линии. Направляющие мы можем заблокировать с помощью замочка здесь в меню «Слои», чтобы у нас не задевались направляющие при работе, не мешались. Теперь мы выделяем, давайте буковку К, либо мы всю надпись сначала выделяем, и вторым выделением мы видим все направляющие узлы. Итак, буква К. Давайте как основа поймем, что для построения прямой линии достаточно всего лишь двух точек. То есть все, что у нас не прямое, то есть имеет какие-то изгибы, чаще всего это следствие того, что у нас линия не состоит из двух точек, а состоит из множества точек, которые и влияют на характер нашей линии. Но кроме того, у нас еще есть направляющие, но кроме того, манипулятор. Мы возьмем, давайте букву К и посмотрим, что от этой точки и до этой точки лишних точек не должно быть, чтобы у нас была прямая линия. Поэтому мы через Shift левой кнопкой мышки выделяем эти точки, чтобы они стали темно-синего цвета, остальные точки белого, они не выделены. И с помощью верхнего меню «Удалить выделенные опорные точки» удаляем наши излишки. И тогда линия становится абсолютно прямой. Кроме того, мы можем эти такие точки передвигать, двигать, то есть держать кнопку левой мышки и тянуть. Дальше смотрим, у нас линия здесь немножко не прямая, это уже работа с манипуляторами. Манипуляторы, по идее, они должны повторять форму линии, то есть куда они движутся, туда они и направлены. Здесь то же самое, если куда она направлена. И мы видим здесь, что манипулятор немножко сделал выпуклым часть буквы. Это возникает из-за того, что манипулятор, если он в углу, и угол должен быть жестким, острым,
мы должны использовать горячую клавишу Alt, держать Alt, и манипулятор, держа Alt, двигаем. Таким образом, видите, один манипулятор становится независим от второго манипулятора. И это именно применяется только в углах. То есть в любых других случаях нам не нужно манипулятор трогать с помощью Alt. Да? Тут то же самое, видите, всякие вот изгибы, они произошли из-за лишней точки. Здесь мы тоже ее можем убрать, эту точку. И здесь уже с помощью манипуляторов, направляющих, да, вот второй манипулятор. Здесь он где-то спрятан, но мы его не видим. Если мы этого не видим, мы можем прибегнуть к такому, да, чтобы выпрямить, сделать и только потом сделать Alt. Тогда мы уже контролируем направляющую. Здесь мы тоже видим линию, некую неуверенную такую линию, которая создает неправильный изгиб. Все, если мы убираем лишние точки, мы видим, что буква уже выглядит иначе. Она прямая, она здесь жесткая, но слишком жесткость нам не нужна. И получается, когда мы контролируем эти точки, мы можем исправить всю надпись так, как нам это нужно. Мы берем, начинаем двигать и убирать вот эти лишние между линиями, да, точка верхняя, нижняя. Вот у нас есть точка верхняя, здесь середину убираем и так далее. Здесь мы видим искривления очень сильные, это тоже можем все убрать. Вот здесь есть еще одна точка, и здесь. И линии становятся более прямыми. Вот здесь вверх то же самое. Видите, у нас два лишних. На самом деле все просто. Надо знать только какие точки. Если не достает до верха, мы вот так поднимаем. Небольшие, конечно, оплошности по линиям можем оставить. То есть мы не делаем совершенные линии, как настоящий шрифт, да, мы лишь подправляем то, что нам кажется неровными, да, то есть мы вот две буквы исправили, смотрим теперь и смотрим, что с ней не так. Ну, во-первых, она не дотягивает, она маленькая, мы ее можем сначала сделать масштаб, поднять его настолько, сколько нам надо. Далее уже будем работать с лишними точками, да, вот здесь. Также над толщиной мы это всегда можем, опорные точки, двигать просто стрелками на клавиатуре, да, мы можем менять вот здесь, допустим, точка пусть будет здесь, да, чтобы потолще была ножка вот эта. И между, что точки, да, отсюда до сюда мы тоже убираем. Также мы можем двигать точки, делать линию, толщину линии такой, какой нам нужно. Да, то есть мы можем подправить манипулятор здесь, здесь. Даже здесь можно, кажется, брать. Через Alt, либо он уже сделан, Alt нам не нужен. И мы двигаем манипулятор так, как нам надо. Видите, здесь она толще, здесь она как бы не такая, как нам надо. Через Alt меняем и таким образом двигаем, как нам нужно. Добрали толщину буквы И. Здесь мы все еще вот чуть-чуть подправим. Здесь мы также видим вот такие неровности в линиях. Убираем лишние точки.
Можем подвинуть. Здесь тоже убираем лишние точки. Двигаем точки. И здесь то же самое, вот так вот. Теперь буква Г у нас, мы тоже его немножко поработаем сначала так, подберем масштаб и затем уже уберем лишние точки, чтобы у нас линия была более жесткой. Да, вот так, таким образом мы здесь тоже можем немножко внутри уже двойным щелчком зайти внутрь надписи, подправить угол нужной нам буквы. Буква Е то же самое. Мы здесь видим, что здесь у нас есть такие неровности, потому что здесь очень много лишних точек. Держим Shift, выделяем все эти точки и удаляем. Таким образом у нас получилось, что буква Е, которая вот имела такие неровности, выравнивается. То же самое здесь. Да, мы убираем, приводим в порядок, убираем лишние, подтягиваем нужные узлы. Вот, и здесь то же самое. Таким образом мы получаем уже практически ровную надпись в книге. Да? В каждой книге живет волшебство. Ну, волшебство таким же образом самостоятельно можете выровнять и убрать лишние точки, чтобы у нас получилась ровная надпись. Тоже вспомогательно используйте манипуляторы. Ну все, на следующем уроке узнаем, как можно эту надпись еще украсить, каким образом это можно сделать.